Здравствуйте! Предлагаю на следующие 5 минут остановиться и задуматься о нас. Человек разумный, так называют нас ученые. Ну а как вы отнесетесь к тому, что если я уточню и скажу, что человек современной цивилизации — это прежде всего человек информированный? Ну, разве это не так? Ведь, скажем, без телевидения, радио и газет каждый из нас чувствует себя все-таки дискомфортно. И даже из-под воль мы как бы выстраиваем даже такую цепочку логическую своего рода, что ли. Информированный, значит успешный и так далее. Ну, в смысле каких-то других еще положительных таких вот оценок нас с вами самих. Ну, а как вы отнесетесь к тому, если я в эту цепочку логическую встрою такое звено, как безнравственный? Ну, в общем-то, в жизни мы, конечно же, об этом мало думаем, мы не погружаемся в такие дебри нашего сознания, философии, что ли. Чего не скажешь о моей сегодняшней собеседнице, Галине Ивановой. Очень востребованы справочники, издания различные иллюстративные по географии, вот рассказывающие о нашем мире, о нашей стране. С одной стороны, может быть, это и неплохо. Вот это где-то, ну, мы не скажем, что энциклопедисты, но, по крайней мере, люди, по крайней мере, хоть что-то знают. А с другой стороны, за этим знанием голого факта нет дальнейшего знания, нет подоплеки, что человек знает больше. Вот он, допустим, знает, что война началась, Великая Отечественная, 22 января. Ой, 22 июня, извините, оговорка. 22 июня. И все. А все остальное, что касается, там, все, что предшествовало этому, человек не знает. Ни о превентивных ударах, ни там, кто кого опередил, ни как работала разведка. А в общем, все. И что было в нашей стране, почему она оказалась не готова, он не знает. Он знает точно факт. И вот сегодня, к сожалению, народное наше образование, которое взяло на вооружение очень много сейчас из-за рубежа, есть готовые сочинения, лучшие образцы сочинений, есть готовые там по математике, допустим, химии, физике решебники, есть тесты, где все уже написано, какие вопросы, какие ответы, где надо ставить там плюсик или там обводить кружочком. За этим нет знаний. Мало того, теперь и художественную литературу тоже читать не обязательно. Важно знать автора, ну, допустим, Салтыкова-Щедрина, что он написал «Господа Головлёвы», и о чем эти господа Головлёвы. То есть сейчас появляются, и они к моему прискорбию, как библиотекари, вот эти издания к нам приходят в библиотеку, то есть мы их комплектуем. Это вот «Война и мир», вот все 4 тома, вот в таком одном, значит, томе, в одной книге, даже томами назовешь, книжица, ну, достаточно объемная, может быть, листов на 300, где все очень коротко рассказывается. То есть вот в той же последовательности глава такая-то, Пьер приезжает туда-то, делает то-то, так-то, туда-то уезжает. Там именно пересказ, то есть там не цитаты. Там нет прямого цитирования раз, это просто вот действие. Приехал, уехал, сделал, да. То есть вот прочитав такую, так сказать, вот это вот прочитав, можно сказать, я знаю Толстого. К сожалению, вот сейчас у нас это поколение вот пока растет таким. И случаи просто из моей уже личной, так сказать, практики, что дети моих знакомых, они перестали, они не знают пословиц русских, им не интересны русские сказки. Вот и там, допустим, Емеля по щучьему велению, там какие-то царевны, я не знаю, Мария Искусница какая-нибудь, Леший, это все не дает им драйва, не дает им, так сказать, они не получают адреналин, им это не интересно. В другое время другие песни поем, называется. А отсюда, от того, что вот этого вот нет сейчас желания, скажем так, вглядеться, вдуматься, проанализировать, мы получаем совершенно такое, сталкиваемся с таким случаем, что как бы детям этого и не надо. То есть мы как раз и получаем, что он информирован, но... Он информирован, да. Вот если он смотрит на этот экран, на множество экранов, и он видит одновременно, тут террористы взорвали, там, значит, допустим, что-то угнали, а здесь он информирован, он получил информацию, он получил картинку мира.
А все вместе это еще иначе именуется экономией мышления, когда человек воспринимает окружающую его реальность с помощью вот набора таких вот стереотипов. Именно в такой ситуации человек на беды многих людей, может даже тысячи или гибель, воспринимает просто как статистику. То есть этот реальный факт действительности не вызывает у него ни сочувствия, ни сопереживания. Считается, что человеческое вот такое отношение к действительности может воспитать только чтение. Сейчас начинается лето, для многих, наверное, родителей встает проблема, как занять своего ребенка. Наверное, это не очень хорошо, но давайте попробуем все-таки лишний раз заставить вашего, вернее сказать, ребенка сесть за книгу и почитать. В конце концов, чтобы он стал не только человеком информированным, а еще и по-человечески воспринимал окружающую действительность, в конце концов, это ведь нужно не только обществу, но и вам, вот лично конкретному родителю. Ведь когда-то вы станете старым и беспомощным, и тогда именно человеческое участие, а не восприятие вас как какой-то статистической единицы, уже состарившейся и вышедшей на пенсию, для вас станет очень и очень важно. До свидания.